Машалла. Bir, iki, üç, dört. Зарема, Машалла. я все еще думаю, учиться на крымско-татарском языке для ребенка, наверное, будет сложно. Наверное. Ведь тогда все предметы будут на крымско-татарском языке. А он еще не так им владеет. Да, трудно будет. Пойдут сложные предметы, сложные термины. Он не будет понимать, а значит, не будет осваивать материал. Если родители выбрали крымско-татарский язык обучения, то им не стоит беспокоиться о возможных проблемах, связанных с обучением на родном языке. Учитель параллельно сможет разъяснить урок на русском языке. Кроме того, все учебники на родном языке переведены с учебников на русском языке и опубликованы в сети интернет в электронном варианте. Ну, если мы все еще думаем, тогда, может быть, написать заявление не на обучение на крымско-татарском языке, а изучение родного языка как предмета? Давайте поймем разницу между этими двумя понятиями. Обучение на крымско-татарском языке – это форма образовательного процесса, где большинство предметов изучается на крымско-татарском языке. Конечно же, такие дисциплины, как физическая культура, изобразительное искусство, музыкальное воспитание могут преподавать на русском языке. Изучение родного языка в расписании появляются обязательные, я подчеркиваю, обязательные дисциплины крымско-татарский язык и крымско-татарская литература. При этом другие дисциплины изучаются на русском языке. Предметы крымско-татарский язык и крымско-татарская литература оцениваются, табелируются и выставляются итоговые оценки в школьном аттестате. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Сравнивайте, выбирайте, что для вашего ребенка лучше. Но при этом помните, вы не можете вообще лишить его права знать родной язык, изучать его в школе. Ведь это его счастливый билет в будущее.